Было высказано в адрес вас, как руководителя, ряд претензий. Не спросить об этом не могу. Бухгалтера, о котором вы говорили ранее, уволили в тот момент, когда она находилась, значит, на больничном, а значит, господин Ковы находится уже несколько месяцев в Москве, но при этом регулярно получает зарплату. Кто-то другой опоздает на 2 часа, вы очень жесткие меры, санкции принимаете как руководитель. Бухгалтер мной и юристом нашим была предупреждена, что ей, если здесь ее основная работа в театре, как она нам сказала, то здесь должен быть ее полный комплект ее документов. Вот. Трудовая книжка и так далее, и так далее. Она обещала принести на следующий день. Естественно, не принесла. Более того, значит, я спрашивал у нее, где еще она работает. Она сама сказала, отдельно, при мне сказала, мне отдельно, потом вдвоем юрист тоже слышала, сказала, что она работает еще в 4 учреждениях. Министерство культуры, театр, подведомственный Министерству культуры, музей имени Гулия и Абхазфильм. Это вот 4 места, в которых она назвала, где она работает официально. И юрист сказала, что по нашему законодательству нельзя работать более чем в 2 местах, что это грубое нарушение. Там нарушение со всех сторон идет, потому что, во-первых, это подведомственное Министерству культуры, то есть она сама себе делает отчеты. Это грубое нарушение, понимаете, это не просто там какое-то личное отношение. И более того, если она здесь на основной работе, и она устраивается на другую работу где-то, то я ей должен дать как руководитель разрешение. То есть у нее время загруженности здесь позволяет совмещать какую-то работу. А здесь 4 места. Более того, когда я пришел сюда, главный бухгалтер еще на полставки была оформлена заведующей труппой. То есть это уже творческая единица, значит, в 4 местах человек работает, еще 0,5 она получает штата здесь, то есть 1,5 ставки здесь, это 4,5. И при этом, когда я спросил, а почему у вас здесь половина ставки, ответ был за нагрузку. Вы, извините, работать на 4 местах, еще нагрузку, да, оказывается, если у вас сильная нагрузка в Абхазском театре, за что вы хотите еще полставки творческого штата, а как вы работаете на других местах тогда? То есть вот такая нестыковка. Вот. По поводу увольнения 27 числа были предупреждения, она не приносила ничего, уведомлений и так далее. Никакой реакции не было. А 27 числа она была на работе. Все видели, что утром она пришла на работу. После обеда она пришла, примкнула отказников от работы. На 2-й день она объявила, что у нее бюллетень, то есть задним числом. Но это не первый случай, когда вот задним числом человек абсолютно, все видели, это другая персона, сейчас я не буду называть, другая персона, тоже вот из этих забастовщиков, так называемых, тоже принесла через несколько дней задним числом в тот день, когда она работала здесь, как будто она на бюллетень, понимаете? То есть этот бюллетень 27-го я вообще не видел и не слышал о нем. Это я после увольнения она принесла. Ну извините, но нету таких законов, я же не могу это предвидеть. Если она ушла на бюллетене, надо было просто сообщить хотя бы по телефону, извините, я на бюллетене.
Ну, когда вы приносите задним числом, это уже пускай следственные органы разбираются, понимаете? По поводу Коля. Во-первых, он не просто находится в Москве. Человек лечится. Да. И он и тогда тоже, вот как они говорят, у нас есть документы были, которые он представил. То есть вот как задним числом предлагают некоторые, чтобы я поверил, да, в этот бюллетень, у этого человека он действительно лечится. Человек лежал в больнице. Вот скоро, надеюсь, его немножко подправили здоровье, он к нам приедет работать. Потом, каким образом это мешает вот самому, вот как они связывают вот болезнь кови и то, что они отказываются от работы, как это связано? Никак. Просто любым путем хотят что-то сказать. Мы должны перестать ради каких-то вот сиюминутных интересов, чтобы кого-то очернить, кого-то облить грязью, понимаете? Я им сказал, вы что хотите, говорите, что обо мне. Да, мне абсолютно, я себя знаю, я же не сегодня уже сформировавшийся человек, да, я знаю, что я могу, да. За моей спиной какой-то опыт жизни, концертно-театральной жизни, понимаете? Абсолютно мне не интересно, если кто-то скажет, что ты плохой дирижер. Но это его мнение. Но есть тысячи других, которые написали и пишут и так далее. Понимаете, в чем дело? Мой опыт, да, жизненный, там, творческий, каким-то образом оскорбляет кого-то. Я никогда это не демонстрирую. У меня есть сотрудники, можете спросить где-нибудь. Я вообще не показываю, потому что наоборот говорят о скромности. Я не знаю, о себе так трудно говорить, но я нигде это не демонстрирую, где я работал. Ну, это мой опыт. Мне никто ничего не сделал. Это я не знаю, я сам везде делал. Поэтому никто меня не может упрекнуть, я никому это не демонстрирую. Другое дело, что когда человек говорит, актер, я не понимаю, что вы говорите. Ну, извините, ну, тогда надо с переводчиком. Потому что если 100 человек понимают, а ты не понимаешь, ну, может быть, проблема не во мне, а в тебе. Вот. Почему это должно кого-то оскорблять? Рояль. Говорят, что вы более 1,5 миллиона собираетесь или уже собрались на это потратить, в то время, когда в Абхазском театре есть ряд важных проблем, такие как отсутствие какой-то техники необходимой, значит, костюмов и так далее. Мне очень стыдно, когда актеры против рояля. Ну, это вы знаете... По поводу 1,5 миллиона, это не средства театра. Это к театру вот эти средства 1,5 миллиона никакого отношения не имеют. Это отдельные средства, которые выделяет президент. Какой это ущерб несет театру, если президент, понимая необходимость, да, рояля, мы установим этот рояль в нашем фойе, где шикарная акустика, и мы можем вести концерты. Слушайте, есть вещи, которые нельзя озвучивать. Немножко надо подумать сначала, потому что люди, актеры, в 21 веке против рояля в своем театре в самые тяжелые годы становления этого театра, да, в советское время, даже до ремонта этого помещения, здесь было несколько роялей, потому что руководители советского государства понимали необходимость рояля, инструментов в театре. Ну как актеры могут быть против рояля? Во-первых, у нас по уставу написано, что мы не только
спектакли должны давать концерты и так далее, разные представления. То есть это в уставе написано, да? Я хочу, чтобы устав начал работать. Поэтому не просто мне рояль нужен. Рояль нужен театру, чтобы интеллигенция приходила сюда. Один день спектакль, в другой день концерт. Причем в фойе, которое у нас есть, я привозил сюда 2 специалистов, акустиков. Они были поражены, потому что это храмовая акустика, и это преступление, что до сих пор это фойе на 200 человек абсолютно не работает для нас с вами. Просто открытая площадка. Вы понимаете, в чем дело? И превратить вот это фойе в концертный зал с уникальной акустикой и с уникальным роялем Стейнвей, которого в Абхазии нету вообще такого инструмента, понимаете? Создана комиссия или рабочая группа, ну вы доверили, правильно? Ну дайте возможность этой комиссии поработать спокойно, и потом выслушайте то, что они вам скажут. Для чего надо было вот здесь каждый день до вчерашнего вот этого инцидента, для чего надо было сидеть там? Понимаете? Вообще в разных странах это называется давление на комиссию или давление на рабочую группу. Потому что раз вы доверили комиссии, то вы идете своим делом, занимаетесь, и комиссия вам скажет, где были нарушения, где ваши требования правильны, а где неправильно. А тут одновременно и комиссия работает, и это, но когда ты им это говоришь, они начинают не доверять никому. А зачем тогда обращаться к комиссии, если ты ей не доверяешь? Вот я руководитель коллектива, да, есть полномочия определенные, но вот, допустим, вчера я хотел, чтобы другая часть актеров начали репетировать предстоящие. Но мне дали указание сверху, ну, чтобы не будоражить, да, чтобы мы отменили, я без разговора отменил. Потому что театр это не мой личный дом, это государственный театр. Если вышестоящая организация, да, учредитель мне сказал, не делайте, я не делаю. Почему вот это всем нельзя следовать вот по таким? Потом многие понимают, да, есть законы, зачем тебе нужен закон? Зачем тебе нужна абсура, а что нужно? Вот это выяснение отношений. Многие очень оскорбительно воспринимают и раздражаются, что вы так спокойно все время говорите. Я ответил, а что я должен тоже кричать, оскорблять, как вы? Вот так мы должны общаться? Или все-таки мы люди культуры, мы должны научиться разговаривать и сообща решать, какие проблемы сегодня в театре для того, чтобы творчески заниматься своим делом. Театр отремонтировали. Да, есть проблемы, а где их нету? Но сцена в твоем распоряжении, тебе государство выделило деньги. Иди репетируй. Но ты берешь проблемой увольнения бухгалтера, чтобы не работать, не заниматься своим творчеством. Это объяснения этому нету.